Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для водолеев. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов на Таро и на цыганском оракуле посмотрим совет на неделю. Сначала карта общая, самые главные события, на чем будет концентрация. Выпадает у нас карта Солнце. Отлично, везет водолеям на этой неделе. В отношениях для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Для тех, кто работает, 3 карты на работу, для тех, кто работает, для тех, кто в поиске и для тех, у кого свое дело. И карта на финансы. Первая карта Солнца, она освещает нам всю неделю. Карта говорит о том, что успехи ждут во всем абсолютно, особенно в деятельности. Карта говорит о том, что будут какие-то результаты очень важные. Могут значительные суммы денег приходить как результат деятельности. Могут быть какие-то благотворительные взносы, если, допустим, вы в этом нуждаетесь, да, либо вы сами можете кому-то помогать. Карта также связана не только с деньгами, успехом, но и с детьми, да, то есть если у вас есть детки, то могут быть успехи у них. Карта говорит о том, что у вас есть возможности для развития, для реализации своих каких-то талантов, способностей, возможностей. И вообще вот эта карта оптимистичная очень. Карта, когда мы чувствуем счастье, когда мы удовлетворены всем тем, что происходит. Эта карта также относится к мужчине, то есть мужчина, который достигает всего, чего только хочет. Да, вот если, допустим, вы мужчина, то значит вам вот так везет. Если вы смотрите, тот, кто смотрит этот расклад, женщина, да, то, скорее всего, в вашем окружении может быть человек, который вот может повлиять на вас, много счастливых минут подарить, либо помочь в осуществлении каких-то ваших замыслов. Вообще карта праздника, карта, когда мы, допустим, празднуем день рождения, юбилеи, какие-то отмечаем очень важные события, связанные с достижениями. Очень хорошие, радостные такие краски у этой карты. Теперь отношения у водолеев на этой неделе. Для тех, кто в паре, выпадает 6 мечей. Карта говорит о том, что будут какие-то перемены. Они могут быть связаны с отношениями. Допустим, эта карта мечей, может быть, были какие-то сложные отношения, были какие-то недосказанности, либо наоборот резкие какие-то слова были сказаны, и трудно было простить, трудно понять, принять и так далее. Вот карта говорит о том, что вы меняете отношения, меняете направление ваших отношений, ваших бесед. Здесь возможно примирение, здесь возможно решение совершенно по-другому относиться друг к другу. Да? То есть здесь действительно вы созрели для того, чтобы вот в ваших отношениях наступили перемены, причем на благо обоих. Эта карта вот показывает, что двое в одной лодке. То есть все перемены, которые будут происходить на этой неделе, они касаются вас двоих, и они вам на благо. Также эта карта может касаться и поездок, и переездов, и каких-то путешествий, связанных, может быть, с деятельностью. Да? Может быть, действительно будет переезд по работе, либо командировки, связанные с работой, либо вы, может быть, захотите поменять место жительства и как бы либо на разведку, да, поедете посмотреть, понравится ли вам новое место, либо уже здесь есть возможность действительно переезда. Период может быть довольно-таки сложный, но вот за счет того, что вы как бы приняли решение,
вот эти все сложности, они как будто бы вас не задевают. Все равно какое-то вдохновение, надежда на лучшую жизнь, на удачу и так далее, и так далее. То есть также карта вот здесь связана с детками, да, то есть может быть какие-то перемены с детьми тоже. Если, допустим, у кого-то со здоровьем были какие-то проблемы, тоже может быть оздоровление, исцеление, как бы совершенно в новом направлении начинает течь энергия. Очень хорошие возможности открываются для водолеев. Хоть и сложный период, период перемен, но все-таки период, когда все к лучшему меняется. Тем более здесь вот вода, да, есть какие-то прошлые моменты, вот, связанные с памятью, которые, может быть, вносили разлад какой-то в отношениях, да, вот можно будет с этим разобраться. И если, допустим, не можете какие-то вопросы решить самостоятельно, можно привлекать людей, может быть, старших, да, кого вы уважаете, мудрых людей или специалистов, ну, допустим, решить какие-то вопросы с помощью психолога или обратиться там, за разъяснением там, к эзотерику, к астрологу или еще кому-то. Да? То есть вот любые специалисты, которые могут вам помочь определиться в направлении выбранном, да, вот они все здесь вам окажут услугу хорошую. Теперь для тех, кто ищет партнера, есть возможность действительно начать отношения, которые будут как бы серьезными, да, мало того, еще и страстными, да. В общем, можно встретить человека, который вот просто с первого взгляда понравится, захочется быть с ним рядом, человек, который проявит внимание, притягивает внимание, да, то есть человек, который может сделать предложение, допустим, быть вместе какое-то время, жить вместе, да, чтобы присмотреться друг к другу. То есть карта, когда есть возможность для начала отношений. И причем здесь нельзя сказать, что они будут там серьезные или длительные. Это уже время покажет. Но самое главное, вот есть такой как бы импульс для того, чтобы захотеть вот именно с определенным человеком рядом быть. Да? А дальше уже как вы воспользуетесь этой возможностью. Здесь вот только туз, а туз это всего лишь еще потенциал. От вас зависит, как это все будет развиваться. Работа для тех, кто у нас уже имеет работу, да, стабильную, работает по найму. Выпадает девятка кубков. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы найдете какой-то важный ответ на вот вопрос в вашей деятельности, и будет действительно такая удача для вас. Решите какой-то важный вопрос и будете очень удовлетворены. Скорее всего, здесь дело, которому вы отдали очень много времени, которое вы очень любите, оно как раз приходит к какому-то логическому завершению. Это может быть проект, это может быть какая-то большая работа, связанная там с людьми, потому что здесь все-таки чаши, да, могут быть взаимоотношения. Либо это то, что связано с творчеством, с красотой, с какими-то удовольствиями. Если вот этого касается работа, просто будет замечательная реализация, то есть исполнение всех ваших желаний. Действительно пришло время для того, чтобы почивать на лаврах, чтобы отдыхать, наслаждаться своим успехом. Действительно, вы этого заслуживаете. Вот здесь вот на карте изображена фигура в голубой одежде. Голубая одежда – это знак того, что вы точно знаете, что вы хотите, и вы получили это желаемое. Вы спокойны, вы уравновешены, и вам ясно, куда двигаться дальше. Вы понимаете, что сейчас вы можете отдохнуть, но дальше вы знаете, какие у вас цели и планы. Вы знаете, куда расти, вы знаете, куда развиваться. Также вот эта карта, цвет связан с водой, то есть такое состояние, чувства расслаблены, да, вы как будто бы, ну, как бы ваше сознание течет. Вы не зацикливаетесь ни на чем, вы приспосабливаетесь к ситуации, вы наслаждаетесь, отдыхаете. Если вы находитесь во взаимоотношениях там, с клиентами, с людьми, с которыми работаете рядом, тоже все благополучно, все
со взаимопониманием происходит и так далее. То есть очень хорошая карта. Все ваши желания исполняются. Вот то, о чем вы мечтали, будет на этой неделе не только закончено, да, но и порадует еще. Про деньги тут нельзя сказать, потому что все-таки здесь карта удовольствия, то есть для вас, видимо, эта работа, вот именно удовлетворение от нее, удовольствие важнее, чем деньги, поэтому здесь вот как бы деньги не показываются. Рядом у нас карта отшельника, это как раз карта, которая отвечает за, ну, астрологически связана с Девой, а это как раз человек-профессионал, человек, который сосредоточен на своей работе, который отдает всего себя ей, да. То есть вот здесь вот как раз получается такая вот награда, да, за все старания. Очень хорошие тут возможности. Кроме того, это еще у нас карта с Меркурием связана, а Меркурий – это связи, это информация, да, это техника, с которой мы работаем, да, вот все здесь, за что бы вы ни взялись, да, все у вас тут ладится, все доставляет вам радость, удовольствие. Работа вас радует. Теперь те, которые ищут работу, вот есть возможность найти, да, тут фонарь в руках говорит о том, что вы нашли, искали и можете найти. Карта говорит о том, что нужно прям педантично подойти к этому вопросу, нужно обязательно стараться как можно больше информации о себе распространять, о том, что вы ищете, общаться с как можно большим количеством людей, какие-то, может быть, резюме рассылать. В общем, показывать себя как человека профессионального, человека, который отвечает за свою работу, умеет коммуницировать, умеет как бы обращаться с финансами, с деньгами, да, который имеет хорошие привычки, правильные, вот, нужные для этого места работы. Также карта может быть связана с транспортом, да, если, допустим, вот именно эта работа вас интересует, тоже может повести в этом, да. И вообще это карта, которая говорит о том, что, может быть, вы получите место какое-то прям уединенное, отделенное от других, то есть не в гуще коллектива, да, а вот как-то отдельно, может быть, отдельный кабинет какой-то. Теперь для тех, кто имеет свое дело, 4 кубков выпадает. Карта очень хорошая, которая предполагает какое-то предложение очень важное. Самое главное в том, что мы здесь можем быть расслаблены. 4 – это всегда карта стабильная. Мы к чему-то привыкли, и нам, может быть, или не хочется менять, или мы просто боимся менять, или, может быть, даже считаем ненужным что-то улучшать, расти и так далее. Но вот смотрите, когда все остается без движения, да, оно по-любому начинает разрушаться. То есть движение нужно обязательно. Если вы хотите отдохнуть, отдохните какое-то время, но все время думайте о возможностях, о новых, для роста, для стабильности, для того, чтобы реализовать себя в коллективе, чтобы новые клиенты появились. В общем, здесь ориентируйтесь на свои чувства. Вот они вам подскажут, надо вам это или не надо. Хорошие ли люди к вам приходят, можно ли им доверять, то ли направление деятельности вам предлагается как новое, да, что действительно вам нравилось. Но смотрите, у вас есть все, у вас есть поддержка, у вас есть стабильность, и вроде бы кажется, ничего не нужно больше. Но зря же просто так ничего не дается. Это прямо дар. Кстати, здесь вот могут быть какие-то подарки, могут быть суммы какие-то очень приятные, приходить совершенно неожиданно, да, предложения и так далее. Ну вот реагируйте. Это для вас только на благо. Посмотрим финансы для водолеев на эту неделю. 6 кубков. Ну, в финансах тоже у вас, в принципе, все приятно. Какие-то могут быть небольшие поступления, но их достаточно для того, чтобы вы были довольны. Могут средства уходить на дом, на, может быть, на родителей, на братьев, сестр.
сестер на, может быть, дом детства, где вы родились, да, либо наоборот вы можете получать оттуда прибыль, деньги, допустим, продали дом, да, или, может быть, отремонтировали дом. В общем, здесь деньги могут как приходить, так и уходить по этой карте. Самое главное, что они связаны либо с событиями из прошлого, либо с людьми из прошлого, либо с источниками дохода, которые вы уже давно освоили, либо, может быть, когда-то из этого источника дохода получали деньги. И здесь у нас люди изображены, то есть вам могут действительно либо сделать предложение какое-то, да, либо вот кто-то может помочь в зарабатывании денег. Карта шестерка всегда говорит о том, что мы не одни работаем. Может быть, это наши как бы близкие, семья, близкий круг, да, может быть, это наши знакомые, друзья детства, те люди, которых мы давно знаем и которые вызывают у нас приятные такие ассоциации, чувства хорошие вызывают. И все это у нас связано с деньгами. Вот все-таки вот вопросы недвижимости, да, не нужно забывать, если действительно у вас есть необходимость на этой неделе решать какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, очень удачно это будет. С хорошими такими, как сказать, эмоциями происходить. Совет для водолеев на неделю. Выпадает у нас карта «Подарок». Ну, у нас тут кругом подарки. Вот у нас везде все очень даже хорошо, да. То есть действительно карта не зря это выпала. Видимо, вы не все в своей жизни замечаете и не все как бы правильно оцениваете. Может быть, что-то считаете само собой разумеющимся, да, и не считаете, что это что-то для вас важное, что это как подарок для вас. Может быть, ваши близкие о вас заботятся, вы это принимаете как должное и не считаете, что это подарок, да. Может быть, деньги приходят достаточные суммы, а вы считаете, допустим, что ничего особенного в этом нет, и может быть, не столько, сколько вы хотели. То есть можете обесценивать какие-то вещи, какие-то, как сказать, какие-то поступки, может быть, других людей, заботу и так далее. То есть вот карта напоминает, что нужно обязательно ценить то, что мы имеем. И тогда этого становится больше. То есть если мы благодарны, к нам приходит еще больше. Если мы благодарность не испытываем, то у нас забирается. Также карта говорит еще о том, что могут действительно приходить какие-то большие поступления совершенно неожиданно. Подарок, он всегда неожиданный. Кроме того, у нас здесь на карте недвижимость, причем очень хорошая, да, то есть могут быть либо варианты очень хорошие, связанные с недвижимостью, либо заниматься будем как бы внутренней отделкой или мебель менять, или еще что-то такое вот связанное с жилищем. Также здесь у нас стол, да, на столе подарки. Стол – это всегда как бы самое как бы центральное место, да, мы за ним всегда как бы либо сидим, обсуждаем какие-то важные вещи, подписываем какие-то бумаги или собираются люди, чтобы покушать, да, то есть стол – это всегда то место, где мы какими-то важными вещами занимаемся. То есть вот важность придавать тому, что имеем, важность придавать материальной стабильности. И вот карта еще говорит о том, что, может быть, мы считаем, что нам достаточно какого-то минимума, а на самом деле вот карта говорит о том, что нужно ставить для себя планку выше. Не нужно, чтобы денег хватало только на нужды. Нужно, чтобы денег хватало на что-то большее, на красивое, на украшения, на поездки, на средства, которые как-то делают дом уютнее. Да? То есть, ну, в общем, нужно, чтобы вам денег хватало с излишком. Друзья, прекрасная неделя. Желаю, чтобы именно так все и было. Всего вам доброго. До новых встреч.